Всем привет! Еще одной очень прикольной фишкой и в то же время полезной функцией Nokia N8 является возможность подключения к телевизору. Причем это можно сделать двумя методами. По HDMI Nokia N8 является первым GSM телефоном с HDMI разъемом. И либо старым способом через компонентный кабель, который подключается в мини-джек 3,5 мм. Ну, я покажу оба способа. Итак, в комплект поставки входит вот такой вот переходничок, который одна его часть вставляется в Nokia, собственно, в ее разъем мини HDMI. Небольшая сложность стыковки. Итак, вторым концом мы подключаемся к телевизору высокой четкости по HDMI. Итак, вот запускается программа, которая называется Nokia Big Screen. Как вы видите, на телефоне у нас присутствует джойстик, на телевизоре присутствуют миниатюры фотографий, видеороликов, музыки. Итак, заходим в пункт видео, открываются наши видеоролики, можем посмотреть что-нибудь. Вот я снял на камеру телефона, к примеру, ну и сразу показать родным и близким. Это что касается видео. Потом пункт музыка. Открывается режим обложек. Можно слушать музыку. Если, как говорится, теги, все прописано, все отображается. Ну и в режиме фотографий мы запускаем слайд-шоу или просто фотографии. То есть тот такой вот развлекательный контент. Не составляет никаких проблем в телефоне пролистать. Отключив программу, мы получаем просто-напросто отображение того, что происходит на экране. Программу эту я скачал с Nokia Beta Labs, называется Big Screen. Только буквально недавно вышла, и мне кажется, она упрощает, как говорится, управление функциями воспроизведения видео. Ну а вторым способом подключения являются классические тюльпанчики, всем нам известные. Благо, это не первый мой телефон Nokia, поэтому у меня в запасах сохранились, как говорится, эти провода, и я покажу, как это работает. Итак, подключен мини-джек, и мы видим тоже стандартное меню телефона. И, например, можно запустить фотки, и можно просматривать фотки, как, ну, то есть, как было на телефоне. Сделан так и есть. Вот все то же самое, приближение, удаление, все это поддерживается. То есть, это то же самое, что на более ранних версиях. HDMI, как видели, имеет собственную программу. Ну, на этом с подключением к телевизору и, собственно, можно и закончить. Только скажу, что это действительно очень удобная вещь. И реально, имея возможность проигрывать видео в конвертер, в кодеках AVI, DVX, там это, ну, в контейнере AVI, а в кодеках DVX и так далее, можно качать фильмы с сети и просматривать их на экране телевизора, не подключая компьютер или каких-то других источников, кроме Nokia N8. Ну, на этом все. Всем пока.